Всех приветствую на своем канале. Сегодня с вами Астарте Сантьятара, и мы делаем с вами раскладик на игральных картах на короля на недельку с 11 по 17 ноября. Выбирайте свой вариант. Также хотела вас спросить, поинтересоваться, интересен ли вам расклад на любовный треугольник на игральных картах. Если да, то пишите в комментариях. Будем делать. Также, пожалуйста, обратите внимание на мою игру трансформацию. Тоже жду от вас отклика. Интересен вам такой формат, не интересен. Это тоже своего рода гадание, да, но с таким элементом трансформации и, знаете, с целью отработать или отточить, улучшить как-то те архетипы женщин, да, которых в нас не хватает и которые мы хотели бы себе добавить на таком вот на интуитивном уровне, потому что вы там тоже выбираете, прислушиваясь к своей интуиции карту. Итак, вроде все сказала, выбирайте своего короля, свой вариант. Я перехожу к бубновому. Итак, первый вариант, король бубновый, и заходит он в период с какими-то пустыми хлопотами и неким червовым королем. Также здесь у него такие эгоистичные нотки, да, переживания за себя, хлопоты за себя, анализ каких-то своих, видимо, планов, мечтаний и так далее. И также здесь, смотрите, скорее всего, это какая-то супружеская чета у нас, да, червовая масть, и король червовый, и дама червовая. И была с ними встреча, скорее всего, в их доме. Либо, конечно, здесь чаяние и надежда, и свидание с этим вот червовым королем. Но дама червовая здесь тоже есть. Ну, посмотрим, как у нас дальше проиграется. Итак, король бубновый, на сердце у него какая-то сильная злость, раздражение, и под сердцем у него он сам, свои какие-то надежды, планы, чаяния и так далее. В голове некий червовый король и наш герой бубновый король к нему со своими хлопотами, и какие-то у него были также пустые хлопоты. Либо вообще он хлопотал, весь он за червового короля, но это были такие хлопоты пустые и, возможно, касались бизнеса, вопросов, каких-то деловых моментов, ну, рабочих моментов. В ногах у него некий казенный дом и свои чаяния и надежды. Это будет либо в дальней дороге, либо здесь он надеется на будущее, на какие-то свои планы, которые, видимо, связаны с неким казенным домом, с реализацией своих каких-то планов и надежд в неком казенном доме. Что было? Был большой крупный разговор с вами. Вася назначила дамой Трифовой, партнершей к нашему королю, да. Был в ранней дороге какой-то с вами крупный большой разговор. Также в ранней дороге, опять же, также были вы, да, дорогие дамы. И здесь через хлопоты червового короля он получил какой-то нечаянный большой интерес в прошлом. Вот смотрите, как я и говорила в прошлой раскладочке, да, там червовый король для него был важен, и он заходил с его чаяниями, с его надеждами, встреча с ним в период. И вот он здесь у него и проигрывается, то есть никакой дамы червовой мы здесь и не видим. Что будет? Будет свидание и разговор в этом свидании с червовым королем, и будут ваши хлопоты. Также здесь в ранней дороге здесь опять этот червовый король со своим домом. И смотрите, тут идете также в будущем вы, дорогие дамы, да, и любезности червового короля. Никуда он на этой недельке от него не ходит. И основная линия недельки, да, вы к нему со своим интересом. И, скорее всего, вы будете обсуждать некого червового короля
Либо смотрите, как здесь еще может быть, что на этой недельке для него важны будете вы, ваш интерес, ваша любезность, жизнь с вами, встреча, свидание с вами и какой-то некий деловой разговор с червовым королем. Вот. Эта неделька будет у нашего короля Бубнового посвящена вам и червовому королю. Смотрим дальше. И последняя раскладочка для него. Для него в ранней дороге злость на вас, и червовый король от него никуда не уходит. Для дома у него будет он хлопотать за встречу с червовым королем, и червовый король к нему со своими хлопотами. Видимо, или так вот, они совместно будут хлопотать за какую-то встречу, за какие-то, видимо, деловые вопросы, моменты. На сердце у него ваш интерес, вы сами и король червовый. Что было? Были вы в ранней дороге, и какой-то, видимо, с вами был большой, крупный, важный разговор. Что будет? А получит он нечаянный, большой, крупный интерес через ваши любезности либо в конце недельки, либо за будущую, за какую-то дальнюю дорогу. И на пороге что случится вот-вот, а случится через его чаяние и надежды нашего героя Бубнового короля, будет у него свидание, встреча с червовым королем. И успокаивается он вашими хлопотами, дорогие дамы. И с чем я вас и поздравляю, потому что на этой недельке у него вы и червовый король, особенно вы, вот на сердце он держит вас обоих, никуда вы не уходите у него. И успокаиваются дамы. Я вас поздравляю не этим самым червовым королем, который у него постоянно, да, на этой недельке его сопровождает, а вашими хлопотами. Все-таки вы для него важны, вы ему нужны. Вы для него как некий такой батареечка, такой заряд, криптонит. И я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого хорошего, благополучия, счастья, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, любите себя. Всех благодарю, что были со мной. Мне это очень приятно. И перехожу к варианту номер 2. Итак, вариант номер 2 и король трефов. Партнером я ему назначила даму Бубновую. И заходит он в период с неким казенным королем в ранней дороге и какими-то своими интересами, своими любезностями, своими чаяниями и надеждами. В общем, волнует его только некий казенный король и он сам. И больше ничего. Смотрим дальше. Итак, король Бубнова, второй вариант. И на сердце у него он сам, его любезности, его любовь, его какие-то увлечения, его проблемы и так далее и тому подобное. И под сердцем то же самое он сам. Вот как он заходил, да, в период с собой какими-то такими эгоистичными нотами, так он здесь мы видим и продолжается. И еще что хочу сказать. Здесь у нас на сцене появляется некая червовая дама. И, скорее всего, здесь второй вариант выбрали те, у которых есть в отношениях человек, да, который отношениям мешает, отношения портит, либо это отношения у нашего героя короля Трефового есть еще на стороне некая дама червовая. Но давайте по порядку. Сначала расскажу общий прогноз, да, и потом еще сделаю акцент на треугольники, многоугольники и так далее. И в головне у него, смотрите, ранняя совместная дорога с некой дамой червовой и ваша любезность. В ногах у него в ранней дороге ваш интерес, вы к нему со своим интересом, и также дама червовая. Также здесь в ранней дороге он мог получить какие-то важные бумаги, либо какую-то крупную большую сумму денег. В прошлом большая злость на будущее, и, скорее всего, это будущее связанное с дамой червовой. Злость и раздражение. Также здесь он получил в доме собственном какие-то новости, какие-то известия, какие-то бумаги. И также был разговор с дамой червовой через его интерес, через интерес нашего героя короля Трефового.
Что будет? Дама бубновая к нему, к нашему королю, со своими любезностями, со своими хлопотами, и через ее любезности и хлопоты будет у них большой, важный, крупный разговор. Также здесь, смотрите, здесь встреча и с вами, дама бубновой, и с этой дамой червовой. Тут встречается он и с вами, и с ней. И также здесь будет интерес дамы червовой и ваш интерес. Дальше. Теперь рассказываю этот же расклад, но если в отношениях есть третье лицо. Эта дама червовая может быть кто угодно. Если вы точно знаете, что есть любовница, то это может быть одна. Ничего не придумываем, это нужно знать точно, конкретно. Если нет, то это может быть родственница, подруга, мама, сестра, коллега по работе. Любой человек, какой-нибудь кассир в банке, продавец в магазине, оператор где-нибудь, я не знаю, сотовой связи. В общем, неважно. Итак, смотрите. Для треугольников, да, для тех, у кого есть в отношениях еще третье лицо. Была у него с ней в ранней дороге совместная дорога, куда-то они ездили, какие-то, видимо, мелкие хлопоты. Но также, смотрите, здесь в прошлом раздражение на нее и злость на будущее с ней, разговор с ней через интерес трефового короля. Также никуда она у него не уходит и из сознания, вот он ее содержит, да, дом ее, даму червовую. Давайте лучше конкретно о будущем, да. Вот здесь будет у них с ней большой крупный разговор, через ее хлопоты, через ее любезности какой-то будет скандал. Также будет с ней свидание, и будет она с большим интересом, видимо, еще и к вам. Смотрите, будет узнавать, что-то разузнавать, пытаться выяснить что-то за вас, видимо. Потому что здесь как-то идет такое тесное переплетение. Возможно, что-то она будет выспрашивать у него, расспрашивать, что, как вы, где вы, почему вы и так далее и тому подобное. И, конечно, отношения и общение вот с этой дамой червовой все проходят через призму отношений с вами. Потому что, смотрите, здесь свидание, да, рядышком идут и с вами, и с ней. И здесь вроде бы ее интерес, и в то же время есть вы. Никуда он вас тоже из своей головы выкинуть не может. А на нее в прошлом была злость. И тут, смотрите, в будущем мы видим большой, крупный, неприятный разговор. И основная линия этой недельки для нашего героя, да, вот сильно будет он переживать за себя, за свои хлопоты, и также будет сильно очень злиться на себя, на свои планы, на свои чаяния, на свои надежды. И еще тут может быть даже у него плохое самочувствие на почве вот этих вот всех нервных потрясений. Дальше двоечки смотрим. Итак, король червовый не для него, а для него в ранней дороге была эта дама червовая со своими хлопотами. Для дома у него ваш интерес, и был большой крупный разговор с вами через ваш интерес у него. На сердце у него злость, раздражение, сильное переживание за вас, за отношения с вами. Что было? Через свой интерес или за свой интерес он получил какие-то новости, какие-то известия или какие-то бумаги важные. Что было, да? Что будет? В ранней дороге вашей будет у него свидание с вами, и, видимо, будете вы обсуждать свое будущее или свою дальнюю дорогу совместную. На пороге, что будет вот-вот. Будет эта самая дама червовая, ее интерес и ее интерес к любезностям нашего короля червового, да, и он к ней со своими тоже любезностями. И успокаивается неким казенным домом. Что это будет за казенный дом, я уточнила, да, там выпала ваша карта, ваши любезности, но, скорее всего, видимо, что-то вы будете планировать, что-то обсуждать, либо куда-то пойдете совместно, там
не знаю, может быть, кино, театр, какое-то развлечение будет у вас совместное, и в этом он найдет свое успокоение на этой недельке. И, дорогие мои, это был вариант 2. Я желаю вам, конечно, любви, гармонии, благополучия. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, берегите себя и свои отношения, если это кому-то нужно. Всех благодарю, что были со мной. Всем спасибо. Очень приятно, что вы смотрите мой канал, что интересуетесь моей работой. Я надеюсь, что я вам полезна. И я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Третий вариант — король червовый. Получил он нечаянный интерес через хлопоты короля бубнового. И также у него был, видимо, разговор с этим королем бубновым касаемо каких-то деловых вопросов, бизнес-моментов. И почему-то после этого разговора, скорее всего, у него была сильная злость на этого короля бубнового. Либо, смотрите, если он, например, обращается к каким-то дамам, практикам, эзотерикам, либо просит кого-то там частенько погадать, то, скорее всего, здесь он мог попросить некого практика, вот выпала у нас дама пиковая, погадать, просмотреть этого самого бубнового короля, через хлопоты которого он получил какой-то большой интерес. Смотрим дальше. Итак, король червовый. На сердце у него он сам, его ранняя дорога, и под сердцем трефовый король. Но также, смотрите, трефовой мастью я назначала и вас, партнершей к вам, даму трефи назначала. Но здесь, к сожалению, в этом раскладе вы у нас не выпали. Но я-то подозреваю, что и линия ваша, она здесь тоже проиграется трефовой мастью. И под сердцем у него можете быть и вы. Не можете, скорее всего, так и есть. В голове у него ваш интерес и какие-то новости он получил через ваш интерес за дальнюю дорогу, либо за будущее с вами. В ногах у него свидание с вами в ранней дороге. Ну, такое, знаете, и пустые хлопоты. И свидание было, видимо, такое пустое, бытовое. Видимо, вы куда-то ездили, просто совместно какие-то бытовые, ежедневные, каждодневные, еженедельные вопросы решали. Но также здесь может быть и свидание с этим вот трефовым королем, но в ранней дороге. Но свидание тоже такое пустое. Что было? Было свидание. У него, скорее всего, так как я вижу дальше весь расклад, то здесь какая-то бубновая масть. И король, и дама будут у нас в будущем. Вот я вижу основную линию этой недельки. И, скорее всего, у него было свидание с этой самой бубновой мастью, с королем и дамой бубновой. Кто это? Родственники, коллеги по работе, я не знаю. Но у него было с ними свидание. И, опять же, смотрите, здесь это может быть так, как и злость на себя, как я и говорила, как злость на себя, и как я и говорила, это может быть дама пиковая, здесь может быть неким практиком, к которому он обращался, наш герой червовый король, чтобы она ему просмотрела, погадала, например, на эту бубновую масть, которую я вам покажу в будущем. Дальше что было? Был он со своими чаяниями, надеждами, со своими какими-то личными переживаниями, планами. В общем, какие-то такие эгоистичные нотки и мысли только о себе любимом. И также был большой крупный разговор с королем трефовым. Что будет? В казенном доме у него будет в ранней дороге разговор с казенным королем. И также здесь еще и присутствует и бубновая масть. Тут может быть как король бубновый, так и король бубновый. Видимо, здесь какие-то деловые вопросы они будут решать, причем очень важные для нашего короля червового, потому что здесь мы подозреваем, да, как в прошлой раскладочке мы видели, что он получит какой-то нечаянный интерес через бубновую масть, так и вот здесь в будущем у него какая-то ранняя дорога будет в казенный дом, встреча с этим вот казенным королем и бубновой мастью.
Также, смотрите, у него будет разговор с трефовым королем. И также здесь, ну, такой разговор довольно-таки приятный. И также здесь может быть разговор и с вами, дамы дорогие. И, ну, такой тоже будет приятный разговор. Вы к нему со своими любезностями. И тут дальше, смотрите, также разговор с вами через интерес. То есть он к вам... Наш герой, чаровый король, к вам со своим интересом. И также он может здесь идти со своим интересом и к королю трефовому. Но я здесь больше склоняюсь к тому, что все-таки это вы, ваша масть. И разговаривать, встречаться, обсуждать он будет что-то важное для него с вами. И основная линия этой недельки, смотрите, как я и говорила, выпала здесь одна бубновая масть. Король бубновый, дама бубновая, их любезности и их интерес. Вот здесь, скорее всего, что-то связано с деньгами, с какими-то деловыми вопросами, с переговорами, потому что тут могут быть и крупные деньги, и малые деньги, и также интересы, любезности этой бубновой масти. Решать вам, как проиграется. Если кому-то будет интересно, можете писать свои комментарии, как что у кого проигралось. Мне, например, очень интересно. Смотрим дальше. Итак, для него какие-то новости он получит либо от вас, дамы, либо от трефового короля, касающиеся дальней дороги, либо эту новость он получит в дальней дороге, это в конце недельки, либо новость будет касаться некого будущего. Для дома. А для дома, смотрите, одна бубновая масть у него в доме. Любезности бубновые, свидания с бубновой мастью, с этим королем бубновым. На сердце. На сердце у него какой-то он с большим, со своим интересом к какому-то большому крупному разговору. И разговор этот будет неприятный у него на сердце, что-то кошки скребутся, он злится, раздражается на себя. Также здесь, смотрите, если он обращается к практикам, как я и говорила, здесь, скорее всего, он так и пойдет. На сердце он этого хочет, этого очень сильно желает, пойти к ней, да разузнать те вопросы, которые его интересуют. Но вопросы его интересуют, конечно же, личные. Именно лично его, нашего чарового короля. Что было? В казенном доме был в ранней дороге этот трефовый король. Также здесь может быть, что были в ранней дороге и вы, и дамы дорогие, да, это ваша масть трефовая, и казенный дом. Что будет? А будет, смотрите, только он будет думать только лишь о себе любимом, дорогом, о своих чаяниях, о своих надеждах, о своих личных планах, переживаниях, о том, что он там себе планировал, анализировал, что он там себе желал, мечтал и так далее и тому подобное. То есть мысли и желания касаемые только его лично. На пороге что случится вот-вот. А будет у него свидание с казенным королем совместно. И совместно с трефовым королем. И также тут может быть и свидание с вами. И успокаивается он бубновой мастью, да, этим бубновым королем, да, либо некая ранняя дорога этого бубнового короля. Также я уточнила, что за ранняя дорога, тут выпала у нас девятка трефовая. Это ваши дамы любезности, ваша любовь и также любезности этого трефового короля. То есть успокоится он все равно теми вопросами, которые его на протяжении всей этой недельки и волновали. Все должно разрешиться благополучно. Это был третий вариант, мои дорогие. Я желаю вам всего самого хорошего, счастья, любви, здоровья, гармонии. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Всех благодарю, что были со мной, что смотрите мой канал, интересуетесь моей работой. Я искренне надеюсь, что я кому-то полезна. И мои видео вам помогают, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока.